أذكر قصة. Я хочу рассказать историю и привести некоторые свидетельства в пользу этого положения. У нас в Дамаске есть кладбище под названием Дахдах, и все мы знаем о нем. На этом кладбище похоронены авлия, ученые, муджахиды, павшие мучениками за веру. Известное кладбище в Дамаске, так что тот, кто знаком с этим городом, знает о нем. Там был мужчина, работавший могильщиком. То есть он копал могилы и опускал в них тела. В один из дней пришла женщина и попросила его вырыть могилу. Он выполнил ее просьбу, а уже через час прибыла похоронная процессия, в которой участвовало малое количество людей, несколько мужчин. Гроб с телом положили в землю, достали из него труп и опустили в могилу, где уже стоял могильщик. Мужчина принял труп и уже хотел положить его в могилу. В этот миг на его глазах могила раскрывается и превращается в один из райских садов. Я уверяю вас, это реальная история, а не вымысел и не сказка из серии «Тысяча и одна ночь». Это произошло на самом деле. Увидев эту картину, мужчина потерял сознание и увидел двух ангелов, которые пришли на конях и увезли умершего вместе с собой. Работник потерял сознание, и те, что были вокруг него, не увидели всего этого. Это увидел только он. Присутствовавшие обрызгали его лицо водой, привели в себя и достали из могилы. К этому времени женщина, попросившая вырыть могилу, уже ушла. Люди спросили его: «Что с тобой?» Мужчина ответил: «Я увидел нечто странное». И описал увиденное. Пречист Аллах. Они подумали, что, наверное, ему показалось и так далее, после чего ушли, оставив его. Прошли месяцы, и та же женщина пришла вновь и попросила могильщика вырыть могилу. Когда привезли тело умершего, работник взял и уложил его в могилу. И опять она стала одним из райских садов у него на глазах. Мужчина также увидел двух ангелов, которые ушли, забрав с собой умершего. На этот раз он не потерял сознание, а сразу же пошел за женщиной и спросил: «Подойди, кто ты? Откуда ты пришла?» Она ответила: «Меня постигла беда». Тот спросил: «Что за беда?» Она сказала: «Этот умерший мой сын, а до него за несколько месяцев у меня умер еще один сын». Мужчина спросил: «Так тот мужчина тоже твой сын?» Женщина ответила: «Да, а что такое? Почему ты спрашиваешь?» Он сказал ей: «Клянусь Аллахом, я увидел странную вещь. Когда я положил первого в могилу, она превратилась в один из райских садов. И то же самое произошло со вторым. Что же такого они делали, что Аллах обошелся с ними подобным образом, и что с ними произошло столь великое чудо?» Она ответила: «Что касается первого, то он был изучающим религиозные науки, а второй работал плотником и обеспечивал первого всеми необходимыми для учебы средствами. Аллах воздал каждому из них подобающим образом, и изучающему религиозные науки, и тому, кто обеспечивал его». Став свидетелем всего этого и услышав такой ответ, мужчина, покинув кладбище, направился в соборную мечеть под названием Тауба, то есть в ту самую мечеть, в которой живем сейчас мы, в которой жили мой отец, дед, прадед, прапрадед и так далее. Все они работали в ней. Один из наших дедов по имени Саид Аль-Бурхани тоже был там. Это дед деда моего отца. Могильщик пришел к нему и сказал: «Я хочу изучать религиозные науки». Тот ответил: «Хорошо, однако тебе сейчас 45-50 лет. Уже забыв все прочитанное за жизнь, ты решился начать учиться? Почему?» Мужчина ответил: «Потому что со мной случилось то-то, то-то и то-то, то-то». Дед сказал: «Хорошо, уповай на Аллаха и начинай». Он начал изучать книжку Аль-Аджурумия, стал заучивать краткие работы по разным научным областям. Начал и продолжил это дело, пока не стал одним из крупнейших ученых. Это шейх Абдурахман Аль-Хаффар, один из величайших ученых Дамаска. Все его потомство — это люди, изучающие религию, последним из которых является шейх Абдуразак Аль-Хаффар. И он тоже относится к крупным ученым Дамаска. Я рассказываю вам эту историю, чтобы обрадовать вас тем, что Аллах обходится с искателями знаний таким образом, обходится так прекрасно. Однако при условии, что человек правдив в этом,
То есть не учится, чтобы получить диплом, а потом повесить его на стену и все. Не учится, чтобы его называли ученым. Не учится, чтобы получать зарплату для существования. Все перечисленное — мирские цели, которые должны быть последним, чего он желает. А главная цель — это выполнение приказа Аллаха. Как на это указал доктор шейх Ибрахим, сказав: «Первые ниспосланные аяты — это читай с именем Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай, и твой Господь наищедрейший, который обучил посредством письменной трости, обучил человека тому, чего он не знал.